короткое время рассказать о истории пилотируемой космонавтики очень сложно. Наш музей уникальный, он был создан, организован Юрием Алексеевичем Гагариным. 6 ноября 1967 года Юрий Гагарин открывает на втором этаже Дома космонавтов выставку подарков советских космонавтов. Такого полета ни одна женщина мира не повторила. Самый первый тренажер – это спускаемый аппарат корабля «Восток», на котором готовились все первые космонавты. Видите, кресло, катапульта и парашютная система. Это как раз восстановленный кабинет мемориала Юрия Алексеевича Гагарина. Информационное агентство БНК уже несколько лет совместно с Авиасоюзом России, компанией Коми Авиатранс и Министерством образования Республики Коми помогает старшеклассникам республики, которые думают, куда поступать, заболеть в хорошем смысле, заболеть небом. Сегодня в очередной раз, на этот раз победители космического квеста на БНК удостоились поездки в Звездный городок. Вот там вот ребята сейчас все ходят, смотрят, знакомятся с бытом российских космонавтов, с достижениями российской космонавтики. Это не последняя наша поездка, по-моему, по счету это уже 5-я. А есть уже итог. Уже несколько старшеклассников из Республики Коми, благодаря поездкам в Звездный городок, благодаря участию в конкурсах на БНК и благодаря инициативе наших партнеров Авиасоюза России, компании Коми Авиатранс, уже твердо решили поступать в высшие авиационные учебные заведения страны. То есть в нашем центре проходят подготовку все космонавты российские, да, и также все зарубежные, потому что только наши корабли Союза всех отправляют на орбиту, поэтому мы должны обучить всех иностранцев, как работает корабль Союз, как работает наш скафандр, как работают наши станции, они даже выучат все русский язык, поэтому это вот есть такие обязательные условия. В корабле находится 3 кресла космонавтов, и их рабочая поза во время полета называется поза эмбриона. Голова колени находится на том уровне, и это происходит лежа. Потому что я вот сейчас начал думать о том, что быть космонавтом тоже очень здорово. Да, может быть, и вообще дети такие приезжают сюда и видят, как хорошо быть космонавтом, как хорошо проходить все эти подготовки, 9 лет готовиться и испытывать все эти перегрузки, все это. Опять же, подготовку, может быть, тоже захотят. Не страшно быть космонавтом? Ну, наверное, страшно. Потому что это, во-первых, огромная ответственность, во-вторых, у тебя может даже не появиться возможности полететь в космос, когда ты пройдешь все испытания. И это не совсем подходит для меня. То есть я хочу реализоваться и достигнуть всего, чего хочу. У меня есть понимание, я хочу поступить на врача. Я еще выбираю специализацию, но я думаю, я буду выбирать специализацию, которая будет связана, наверное, вместе и с космосом, и все-таки с медициной. Вчера у нас были туристы, которые готовились, как готовились, там снимали программу, чемпионат мира. Он посидел 30 секунд. И сказал спасибо и пошел домой. Он сел в автобус и будет сидеть. То есть ему стало не очень хорошо. Я на него просидел 4 минуты. И тоже было не очень хорошо. Но 4 минуты как бы это вроде неплохо. Время от старта до выхода на орбиту проходит за 8 минут и 48 секунд. Это такое время, чтобы космонавты у нас вышли уже на орбиту и были в невесомости. Наша ракета имеет 3 части, 3 ступени. Первая, вторая и третья. После отработки каждой она отстреливается и падает на землю. Первая падает в степи Казахстана. Вторая у нас падает где-то в Алтай, третья в течение около 2 дней, потом сгорает в атмосфере, на Землю уже не вернется. Она первые 2 дня является космическим мусором. Экипаж должен уметь выжить и работать в команде. Поэтому капсула, там космонавты, они выползают. Первым делом они снимают свои скафандры, одевают зимнюю одежду. Есть у них специальные в такой капсуле, представляете, там еще и вещи есть, в вакуумных упаковках, штаны, перчатки, куртки. Одевают и делают себе, конечно, костер, палатку. Палатка делается не такая, из парашюта. А знаете, такой называется вигвам, шалаш. Чтобы построить, нужно нарубить деревья, их правильно поставить, обмотать парашютом, внутри костер, и это у вас уже ваше жилье. Также должны уметь посылать сигналы спасателям. Также, конечно, не паниковать, каждый знает циклограмму своих действий, чтобы, в принципе, было не скучно. А девушкам вообще сложно влюбляться? Нет, так как на сегодняшний день условия для всех равные. Чтобы попасть в эту сферу, нужно хорошо учиться. Например, помимо школы я обучаюсь в военно-патриотическом клубе «Победа» на отделении пилотов легкого воздушного судна. Также нужна хорошая физическая подготовка, поэтому нужно всегда держать себя в форме, заниматься спортом. Макет пистолета, который сделан именно для космонавтов с 3 стволами. 2 сверху, 1 снизу. Один ствол патрон сигнальный, как ракетница, ствол правый патроны для охоты, дробь
а ствол ниже, патроны разорваны для защиты от хищников. Пойдет медведь где-нибудь, еще что-нибудь, можно будет защищаться. К нему может подсоединяться приклад специальный, он как автомат делается. Этот приклад отсоединяется, он же мачете. Рэмбо. Видите, написано «Мир». Где написано «Мир», это первый модуль станции, он называется «Базовый», был запущен на орбиту в 1986 году. И с этого модуля все началось строительство станции на орбите. И потом в течение еще 10 лет было пристыковано к главному модулю еще 5 лабораторий. Называются так: «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр» и «Природа». Каждый модуль имел свое назначение. Когда станция собрана была полностью, то как фотография выглядела на орбите. А видите на станции такие белые поручни, да, вот, железные штуки? Это именно трасса для выхода в открытый космос. Вот к ним космонавт пристегивается, и только по трассе может куда-то передвигаться. Куда-то там отходить нельзя. Потому что если присоединется чуть-чуть, там отдаст импульс, улетит и больше на станцию не вернется. Трудности не пугают? Трудности, иногда, но трудности — это весело. Еще раз повторю. В космическом квесте на БНК принимали участие больше 100 человек. География — это вся республика. Воркута, Белоузье, Сыктывкар, Каркероз, Сосногорск. Здесь сегодня в Звездном городке всего 6 человек. Это лучшие из лучших. Кто-то впитывает жадно, глазами это видно. То, что рассказывают экскурсоводы, буквально с трепетом прикасается к тренажерам, к настоящим модулям космической станции. Хочется верить, что эта поездка даст детям возможность сделать правильный выбор.